Dragi pici, amatori de lectură, am pentru voi o noutate bună. Elena Bideac și Tudor Pruteanu vă pregătesc o nouă călătorie în lumea basmelor. 4 cărți cu povești, eroii cărora locuiesc într-o planetă imaginară și duc o luptă crâncenă cu răul, sunt gata să îmbogățească vitrinele librăriilor. Din rezumate, scrierile mi s-au părut captivante și pentru maturi. Например, в миру Арабель летают овцы, там есть овцы розовые, синие, растут цветочки где-то на облаках, и какой-то маленький ребенок из нашего времени попадает в будущем, в каком-то 2500 какой-то год, ну, это, мне кажется, 2500 какой-то год, и в этом году мир такой, что летают овцы, что-то произошло, но мир очень красивый, сказочный. И там есть девочки, которые имеют волосы очень большие, такие огромные, им не могут ее резать волосы, потому что только у нее как железные волосы, она немая, вообще все думают, что она немая, а на самом деле она говорит. Chiar dacă aventurile sunt rupte de realitate, în fiecare se ascunde o pildă, prin intermediul cărora autorii vor să-i facă pe copii mai înțelepți. Будущие дети, которые вот новые поколения, любили жить и любили принимать себя таким, какие они есть, потому что они важные, чтобы они всегда сказали свои слова своим родителям так, как они думают, потому что реально в нынешнее время дети у нас гениальные. Это не те дети, которые были, например, 20-30 лет назад. Я 20 лет назад, я на самом деле думал по-другому. Я смотрю сегодня на моего ребенка, он знает, а в iPad раскручивает тебе, покажет то, что я сегодня сижу и смотрю, не могу понять. И вот эти будущие дети должны быть богами. Мы это хотели из них создать богами, которые они будут говорить, и в этих книгах к этому и ведут. Тому, чтобы люди поверили в том, что существует сила мысли, что мысленно можно притянуть к себе счастье, удачу. И если ты боишься чего-то ужасного и темного, ты можешь зайти, посмотреть, быть уверен, что ты сильнее, чем это, и оно исчезнет, испарится и превратится в ангела. У нас никто никого не съедает. У нас никто никого не убивает. Мы пытались как-то зло переплавить в добро, словом, делом. De acest lucru ne-am convins și în cartea Poveștile Fionilor, lansată anterior de Elena și Tudor, care s-a bucurat de un succes enorm, mai ales peste hotare. În Turkmenistan a concurat cu 127 de titluri și a ocupat locul 2. Acest fapt i-a motivat pe autorii moldoveni să se reîncarneze în noi creaturi, chiar dacă riscau să nu mai ajungă cu picioarele pe pământ. У нас одна сказка, в которой 12 сказок, 12 историй, 12 разных состояний души, где на протяжении этих 12 историй ребенок, который без родителей, растет. И вот на каждый период, где его охраняют, оберегают, поддерживают невидимые ангелы-хранители. Я к вечеру доходил дома, я не могу вам объяснить. Мне казалось, что все это вижу. Я вам честно говорю, я их видел, мне ночью они снились. Я ей говорю, мне кажется, что мы дойдем в дурдом. У нас пошла шизофрения. Я слышал о том, что писатели сходят с ума и потом говорят с кем-то, никого не видно, они видят. Я доходил до таких состояний. И я рассказывал, мы встречались с друзьями, все говорят, что вы там пишете, что вы пишете. Мы рассказываем там, что мы чувствуем, что мы видим. Они говорят, скажи честно, марихуану куришь? Despre cum și-a descoperit Tudor vocația de a scrie o să vă povestesc cu altă ocazie, dar iată că pasiunea Elenei mi-a stârnit o curiozitate aparte. De la ea, în primul rând, mi-aș dori să învăț să pictez, pentru că tehnica prin care dă viața unui tablou nu se descrie în nicio carte, nu se predă în nicio școală. În cazul ei, dorința de a se juca cu culorile a apărut peste noapte, iar prima lucrare a prins contur în câteva ore. Я не могу себе представить, чтобы я в один день встала и начала вот красить. Легко. Я вообще не могу, даже в школе не могла вот. Я тоже. Ну послушай музыку. Вот смотри. Ведь она уже заставляет тебя двигаться. Она уже предлагает тебе легко. Просто берешь. De 3 ani, cea mai spațioasă cameră din apartamentul în care locuiește cu soțul și fiica a devenit pentru ea mai mult decât un atelier de creație. Здесь творятся чудеса. Здесь состоится постоянно мое, как говорится, с чистого листа все начинается. И состояние, которое просто волшебства сказки.
Muzica îi condiționează ideile, chemările și dorințele. De aceea, primul lucru pe care îl face atunci când vrea să se refugieze este alegerea unei melodii după dispoziție. Intuiește niciodată unde o vor duce degetele și ce nuanțe vor prefera acestea în secunda cutare ori cutare, dar cert este că de cele mai deseori folosește drept ingrediente de pictură doar pânza și uleiul. Эта работа, это не отрывая руки от холста. Одной я просто бросала краски, а вторую я просто не отрывая вот делала. Как красивые у вас руки. Да, да, да. Даже не знаю. Везде. Просто не думай. Просто. Смотри, как здорово. Вот ты слушай музыку. Смотри, как замечательно. Еще. Вот не думай. Может, тебе хочется вот это вообще снять. Может, давай. Легко, свободно, без... Как ребенок. Într-o atmosferă similară, iată că au luat naștere 10 de lucrări și 6 expoziții de pictură semnate de Elena Bideac. Simt că atelierul ei devine tot mai neîncăpător. Очень много здесь. Если бы мне позволяли финансы, условия, то мне кажется, это бесконечно, потому что человек настолько многогранен, его так много. И только успевать передать состояние, потому что это не просто картина, это не просто живопись, это я пишу природу человека. Мое табу или как мое правило, я здесь пишу только в прекрасном настроении и только под хорошую музыку, потому что это картина. Это то, что живет, и это таблетка, это лекарство, которое должно исцелять. А агрессию, это нужно просто принять холодный душ, мы все люди. Nu zadar se spune că o pictură bună este echivalentul unei fapte bune.